Якутия с юбилеем. О самых заметных событиях Дня столетия республики вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Более 40 якутян удостоились почетных званий и госнаград России и Республики в честь столетия Якутии. Торжественная церемония вручения состоялась сегодня. За заслуги перед Отечеством орденом второй степени награждены Валентина Кириллина и Сергей Ларионов. Также вручены почетные звания заслуженных работников Российской Федерации 4 якутянам. Госнаграду имени Аюнского вручили Зое Багынановой. Награду имени Амосова получил Макар Яковлев. Награду имени Барахова вручили Туяре Торговкиной. Республиканским орденом «Полярная звезда» награждена мать-героиня из Амгинского улуса Аграфена Сутакова. Почетным гражданином Якутии стал Артем Левин, директор управляющей компании «Колмар». По словам Айсена Николаева, благодаря их упорному труду, выдающимся заслугам и профессионализму растет и развивается Якутия. Для меня это очень большое событие, но для нас, для работников Министерства по физической культуре и спорту, это нам надо воспитать сильный, достойный, умных, молодых людей. Это самая главная наша задача. Национальные сокровища России, большая императорская корона из более чем 11 тысяч бриллиантов, 1,5-килограммовый самородок золота, крупные алмазы и многое другое смогут увидеть якутяне. Сегодня открылась уникальная выездная выставка в сокровищнице Якутии. Открытие выставки посетил глава республики Айсен Николаев. Он поздравил всех собравшихся с праздником и поблагодарил организаторов за то, что в непростое время удалось организовать технически очень сложное мероприятие. На выставке представлено порядка 100 ценностей на общую сумму более 6 миллиардов рублей. Открыта выставка до 18 мая. Жители Якутии с большим юбилеем. Это очень значимая дата, и очень хорошо, что есть сегодня повод поговорить о достижениях республики, о тех людях, которые работают в республике. И, конечно, все, что представлено сегодня на выставке, это прежде всего результат труда жителей республики. Вы увидите ювелирные изделия начала 20 века, конца 18 века, увидите замечательные реплики императорских регалий, которым нельзя покидать стены Московского Кремля, но мастера Гохрана изготовили их точные копии, и они являются сегодня центром экспозиции, которую вы сегодня видите. Действительно, главное богатство Якутии – это алмазы и в целом полезные ископаемые. Промышленность республики за это столетие получила небывалое развитие. Ульяна Шагина отметила основные точки на карте истории промышленности Якутии. В прошлом году, благодаря проекту «Местные кадры в промышленность», трудоустроено 10 тысяч якутян. Якутия готова и дальше его развивать, не только находя работу желающим, но и обучая их новым профессиям. Так, в 2020 году в Якутии был запущен новый проект «На вахту 14.рф». В том числе, например, мы летом отправляли наших граждан за пределы Республики Саха-Якутия. Например, более 100 человек были направлены в Кавыктанское месторождение. Это Иркутская область. Тоже это очень хороший показатель. Когда мы, помните, год 5-10 назад говорили, в основном работают у нас приезжие. Сейчас, наоборот, картина меняется. Якутия является уникальной территорией по разнообразию, количеству и качеству полезных ископаемых. Здесь официально зарегистрировано 1823 месторождения. Алмазов 82% запасов России, сурьмы 82%, урана 61%. Также на долю Якутии приходится 47% разведанных запасов угля, 35% природного газа и нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока. Благодаря решениям государственных деятелей Якутии в 1922 году в республике началось развитие всех направлений деятельности – от культуры до транспорта, от образования, медицины и до промышленности. Руководители автономии Максим Кирович Амосов, Исидор Барахов, Степан Жаков, Степан Васильев всегда понимали, что в первую очередь надо развивать промышленность. И как раз в 1923 году был найдено месторождение на ручье незаметное рассыпного золота. И сейчас в этом месте построен город Алдан. В 1924 году было уже организовано Як золото.
И вот началась добыча драгоценных металлов, у нас золото, у нас в Якутии. В 70-е годы прошлого века шло развитие Южно-Якутского территориального комплекса. Параллельно развивались золотодобыча в Усьмайском и Аймиконском районах, добыча олова в Депутатском, угля в Тампонском, Верхнеколымском и Кобяйском районах. В годы войны в Сангаре было добыто более 525 тысяч тонн каменного угля. Поселок Сангар, именно поселок работяг. И славу его создавали наши люди. Наши горняки и наши учителя, медики, все работники, все обслуживающий персонал именно вот нашего сангарского рудника, а после шахты Сангарской. В 50-е годы 20 века с открытием алмазоносных месторождений на западе республики начала создаваться мощная алмазодобывающая промышленная инфраструктура. Сегодня Якутия сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по объему промышленного производства. И в этом вопросе драйвером развития промышленности в Якутии является компания «Алроса». В 2021 году Якутия получила рекордные дивиденды в консолидированный бюджет республики от компании почти 50 миллиардов рублей. Компания «Алроса» очень серьезно увеличила свои социальные инвестиции, в первую очередь в территорию, где она добывает алмазы. Это, в первую очередь, в Мирнинском районе. Это очень важно, потому что я в своих выступлениях уже неоднократно говорил о том, что и республика, и в целом мы должны повернуться лицом к тем людям, которые добывают алмазы и на самом деле куют благополучие всей республики. Сегодня почти каждый третий рубль на Дальнем Востоке производится у нас, в Якутии. По итогам первого квартала этого года добыча угля, газа, нефти и золота по сравнению с прошлогодними показателями выросла на 10%. Между тем, в 2021 году рекордная добыча природных ресурсов побила все показатели прошлых лет. В прошлом году в Якутии добыто 43 тонны золота, 168 тонн серебра, 12 миллиардов кубометров газа, 17 миллионов кубометров нефти, более 31 миллиона тонн угля. За свою вековую историю Якутия смогла добиться высоких показателей по всем отраслям экономики. И главным ее форпостом является промышленность. Пройдя большой тернистый путь, сегодня промышленная республика движется только вперед. Ульяна Шагина, Оксана Устинова, Григорий Охлопков, Якутск. Вместе с тем, промышленность – это большая часть экономики Якутии. Минувшие 100 лет отпечатались в истории множеством событий, вследствие которых республика менялась и преображалась. Далее предлагаем пройтись по вехам истории и остановимся на самых значимых моментах. История Якутской автономной Советской Социалистической Республики берет свое начало с 27 апреля 1922 года. Именно тогда был подписан декрет об образовании ЯССР. Именно эта дата стала днем создания государственности якутского народа. Об основных вехах и достижениях Якутии за прошедшие 100 лет смотрите далее. Апрель 1923 года. Общественно-политическая ситуация в республике после гражданской войны наконец нормализовалась. В районе рек Тамот и Орто-Сала заработала первая в истории республики золотопоисковая партия. Уже в 1924 году был организован Якутский государственный золотопромышленный трест. С открытием алданских приисков республика заняла ведущее место по добыче золота в стране, а Алдан стал первенцем индустриализации Якутии. К концу 1920-х годов ЯССР достигла впечатляющих результатов в экономическом развитии. В частности, по количеству скота на душу населения Якутия заняла второе место после Аргентины. В 30-е годы Якутия начала осваивать Северный морской путь. С 1933 года по этой судоходной магистрали началось снабжение республики. И в устье Лены были доставлены первые 4400 тонн груза. Но вот наступают годы Великой Отечественной войны, которая не только приостанавливает экономическое, промышленное и социальное развитие страны, но и отбрасывает ее на несколько лет назад. Тем не менее, несмотря ни на что, республика продолжает двигаться вперед.
1 августа 1954 года был найден алмаз первой в Советском Союзе кимберлитовой трубки «Зорница». Уже в 1955-м открыты трубка «Мир» и «Удачная», положившие начало алмазодобывающей промышленности в Советском Союзе. Именно эти события стали толчком для развития якутской энергетики. Началось строительство Вилюйской ГЭС, первой в мире гидроэлектростанции на вечной мерзлоте. Другим важным событием для экономики республики стала разработка нерюнгринского месторождения коксующегося угля. С 1975 года началось формирование Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. Для перевозки угля в Южной Якутии была построена железная дорога. Процесс реформирования российского общества, начатый в середине 80-х годов, привел к тому, что 27 сентября 1990 года на второй сессии Верховного Совета ЕССР была принята Декларация о государственном суверенитете Якутской Саха-ССР. Образование и деятельность суверенной республики открыли перед Якутией принципиально новые пути и перспективы политического, экономического и культурного развития. Современная история республики и новый этап ее развития берет свое начало с октября 1991 года. Тогда был учрежден пост президента республики. Должность занял Михаил Ефимович Николаев. Тогда же было изменено название республики на Республика Саха-Якутия. Сегодня Якутия – это динамичный, быстро развивающийся регион. Мы первые во многом – в промышленности, сельском хозяйстве, кинопроизводстве и IT-индустрии. За эти 100 лет республика, как и вся страна, сделала огромный скачок в инфраструктурном, демографическом и культурном развитии. И за каждой цифрой статистики стоит труд тысяч людей, которые своими знаниями и своим трудом строили республику. А дорогу всему этому дали тогда, 100 лет назад, 27 апреля. Подарок для коллекционеров. В День республики в Центральном почтовом отделении все желающие смогли поставить датированный оттиск на почтовой продукции, выпущенной к столетию. На почтовой карточке изображены карта Якутии и республиканский герб, а на юбилейном конверте эмблема столетия Якутской ССР. Общий тираж почтовой карточки составляет 2500 экземпляров, конвертов 100 тысяч экземпляров. Их можно будет купить в любом отделении почты и отправить своим родным и близким, тем самым приобщиться к сегодняшнему большому празднику. Вообще церемония с официального гашения, она имеет ценность для коллекционеров, филателистов в первую очередь. Проводится достаточно редко. Вот последний раз церемония с официального гашения была в 2016 году на игры «Дети Азии». Якутия – удаленный от центра регион, да и внутри республики расстояния между населенными пунктами порой достигают сотен километров. Поэтому транспортный вопрос всегда был в приоритете. 100 лет назад дорога из одного района в другой могла занимать несколько дней, а уж чтобы добраться до Москвы, требовались недели, а то и месяц. Однако с приходом железной дороги многое в жизни якутян изменилось. История якутской железной дороги в материале Александра Хавренко. Железная дорога. 100 лет назад наши предки могли только мечтать о том, что железная дорога дойдет до Якутска. В 21 веке эта мечта осуществилась. Впервые о строительстве железной дороги до Якутска заговорили еще в конце 19 века. Однако по ряду причин этот масштабный проект так и не был реализован. Вернулись к нему уже в 30-е годы в Советской России. Но с началом Великой Отечественной войны проект был заморожен, и лишь в мае 1972 года началось повторное строительство участка Бамовская-Тында, призванного служить как начальным участком Аяма, так и линией, соединяющей Транссиб с Бамом. В 70-80-е годы проведена огромная работа, и в 1984 году было открыто пассажирское движение до города Нерюнгри. 7 марта 1985 года Совмин СССР принял решение о строительстве железнодорожной магистрали к столице Якутской АСР, городу Якутску. И спустя 4 дня строительство началось. В 90-е, несмотря на непростую ситуацию в стране, строительство железной дороги продолжилось. В это время было уложено золотое звено, и прибыл первый поезд на станцию Алдан. А также
По указу президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева было создано открытое акционерное общество «Акционерная компания «Железные дороги Якутии». В 1997 году началась организация перевозочного процесса на участке Ерингри-Грузовая-Алдан. И в том же году на станцию Томот прибыл первый поезд. В нулевых началось строительство железнодорожной линии Томот-Кердем-Якутск, и к 2010 году строящаяся железная дорога пересекла границу Алданского и Хангаласского районов. Железная дорога пришла в Кердем. А еще через год дорога пересекла границу Хангаласского и Мегино-Хангаласского улусов. Уложено золотое звено на станции Нижний Бестях. И здесь же через 2 года было торжественно открыто железнодорожный вокзал. 30 августа 2014 года введен во временную только для грузовых поездов эксплуатацию последний участок длиной более 400 километров. Томот, Якутск, Нижний Бестях. И, наконец, 27 июля 2019 года было запущено регулярное пассажирское сообщение между Якутском и Амурской областью. История в лицах. В Ленском районе к столетию якутской автономии старожилы вспоминают о тягостных, наполненных трудностями годах прошлого столетия, периода становления советской власти, о ямщицком прошлом. Ведь Ленск, вернее его прародительница Мухтуя, одна из станций Якутского тракта. Подробнее в материале Анны Кожевниковой. Колокольчик середины XIX века сегодня экспонат Ленского историко-краеведческого музея, напоминающий современникам об истории ямщиков. А когда-то он выполнял более продуктивные задачи. Именно такие колокольчики вешали на лошадей, и местные жители по их звону узнавали о приближающейся упряжке ямщиков, которые везли для жителей Приленья продовольствие, денежные средства и почту. В затерянный среди северных сопок, отрезанный тайгой от большой земли Ленский район, тогда еще не будучи ни районом, ни Ленским, спешили ямщики. По непроходимым сугробам сквозь метели пургу зимой, на карбасах по Великой Матушке реке Лени в период летней навигации, именно вдоль Лены пролег Иркутско-Якутский тракт, который был учрежден для второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга в 1738 году. А в 1743 году Захар Байшев учредил на нем 28 станков. Протяженность Иркутско-Якутского тракта 2895 верст. На территорию Ленского района пришлось 8 станков. Хабалдинская и Чихаянская станции неудобно располагались на крутых берегах, поэтому ямщики останавливались между ними. На тогда еще безымянной речушке, где по легенде проживал объякутившийся тунгус Мухтуй. В документах же станция Мухтуя появилась в 1773 году. Первые ссыльные русские, поселившиеся здесь – Шабановы, Рыбкины, Кирилловы, Татарченко. Наша фамилия Рыбкиных тесно переплетается с фамилией Кирилловых и Шабановых. Вся родословная у нас считается здесь, что значит, пришли сюда где-то более 200 лет назад, занимались в основном извозом, конечно. Была установлена очередь, кто должен везти почту. Значит, они садились в сани и ехали в эту сторону до Терешкина, в Коньки, и в эту сторону до Мурьи. Потомки бережно хранят историю своего рода, как и старинные улочки Мухтуи. Самой центральной была улица Большая, ныне Горького. У нас располагались и первая типография, также было первое отделение милиции, райсовет. В начале истории самой Мухтуи все ярмарки проходили именно на этой площади, ее еще называли Базарная площадь. В Ленском районе остался единственный ямщик, занимающийся извозом в прошлом веке – жительница Нюи Галина Васильевна Добрынина. Одежда была очень худая. В наши морозные зимы даха собачья вышарканная вся, лосиные торбаса тоже все уже изношенные. Замерзали, голодно было, но приходилось работать. И по воспоминаниям наших ямщиков, они все любили лошадей. И поэтому их и ставили ямщиками. С 14 лет. Такая нелегкая судьба у почти ровесников века. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Это был сюжет из Ленска, но мы переходим к юбилейной республиканской аукции Соха, и к ней присоединился Татинский район. Это родина выдающегося государственного деятеля, одного из основателей автономии Платона Аюнского. Сегодня во всех 14 наслегах люди с радостью вышли на общее Сохой, воспевающий знаменательную дату.
дорогих жителей, всех жителей республики сердечно поздравляем от имени татинцев, земляков Платона Алексеевича Аюнского с эпохальной датой, со знаменательной датой, со столетием образования нашей республики. И как в нашем традиционном танце «Асохай», пусть рука об руку, плечо к плечу наш многонациональный народ будет един в своих помыслах, в своих действиях, в своей работе ради процветания нашей родной республики. Еще раз всех с праздником! Ура! В Тампонском районе массовый Асохай, посвященный Дню Республики, собрал около 1000 человек. В Хандаге празднование знаменовалось митингом, шествием трудящихся. Представители предприятий прошли колонны по улице Героя Федора Хлопкова. Руководители Улуса и райцентра возложили цветы к бюстам людей, внесших значительный вклад в развитие и становление Тампонского района: Егора Кычкина и Василия Гладкина. Сегодня в солнечный прекрасный день жители Хандаги вышли отметить столетие Республики Саха-Якутия. Как вы знаете, в нашей Хандаге проживает более 20 разных национальностей. И все дружно отмечаем столетие Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Ура! Саха-Якутия! В Москве к празднику почтили память сынов Якутии, стоявших у истоков образования Якутской ССР. Делегация Вилюйского улуса и якутяне, проживающие в Москве, по традиции посетили бывший спецполигон НКВД «Коммунарка». Там в годы политических репрессий оборвались жизни великих сынов Якутии. Митинг, посвященный памяти Максима Амосова, Степана Ржакова, Исидора Барахова и других выдающихся деятелей республики, открыл первый заместитель постпредства Якутии при президенте Александр Сафронов. Выступающие отметили вклад основателей ЕССР в историю республики, назвали их судьбы примером честного, беззаветного служения своему народу. Отмечают юбилей якутской автономии не только в России. В Китае в честь столетия СССР посадили дерево. На территории посольства России в Пекине представители Якутии в Китае Степан Андреев и Илья Пестряков совместно с чрезвычайным и полномочным послом России посадили дерево породы гималайский кедр. Цветение деревьев символизирует динамичную жизнь и дружбу между Китаем и Якутией. Это выражается в постоянном экономическом, культурном, образовательном и ином взаимодействии. Наша республика – один из ключевых партнеров Китая среди субъектов Российской Федерации. По национальным традициям представитель Якутии Степан Андреев провел обряд благословления и церемонию кумысопития. Якутия – это действительно в прямом и в переносном смысле бриллиант. Бриллиант в короне большой России. Почему в переносном, понятно, а почему в прямом? Потому что это основная база добычи драгоценных камней. Наверное, наряду с Южной Африкой, главная в этом отношении в мире, мировой экономики. Но не только кладовыми, как говорится, природными богата Якутия. Это огромная территория. Там, несмотря на суровый климат, развивается сельское хозяйство, чему я тоже был свидетелем. И Якутия активно участвует в международном обмене. А на центральной площади Орджоникидзе в Якутске общество выпускников школ ЕССР с 1980 по 91 годы устроило акцию. 950 человек закружились в едином танце и сделали рисунок флага Якутии. За нами будущее. Премьера документально-игрового фильма под таким названием прошла сегодня в Якутске. В фильме рассказывает историю образования Якутской ССР, где Максим Амосов сыграл ключевую роль. Вместе с соратниками Платоном Аюнским и Сидором Бараховым он мечтал построить новую жизнь. Жизнь свободных людей, без нужды и нищеты. Молодежь должна посмотреть этот фильм, как вот именно молодые Максим, Исидор, Платон, учась еще в семинарии, и мечтали о государственности, о самоопределении своего народа. Но в то время, когда были молодые, еще они не знали. И когда стали взрослыми, и когда они
уже стали участвовать как личности именно политической деятельности, движения, они только тогда стали уже осознанно за это бороться. Большим осохаем дружбы отметили праздник в Хандыкской средней школе. Там учатся представители свыше 20 национальностей. Мария Винокурова о юбилейных событиях. Шестиклассник Хабиб Абдураков по национальности кумык, но родина – поселок Хандыга, где он родился. И поэтому он считает, что история Якутии – это и его история. Мои родные живут здесь около 15 лет. Они сами из Дагестана. Моя национальность кумык – это их малая родина, а для меня она родная, потому что здесь родился. Сегодня праздник 100 лет я СССР. Это праздник и мой, потому что здесь родился. Это праздник сплочения всех наций, кто живет в республике. В Хандыкской средней школе обучается свыше 600 учащихся. Сегодня всеобщий праздник. С утра открытые интегрированные уроки, темы самые разные, от исторических событий до современности. Детям было очень интересно узнать об истории, традициях нашей республики. Многие об этом не знали. Многие не знали, например, что такое ИСЭХ, когда он проводится. Тоже детям было очень интересно, потому что они узнали много нового сегодня про народ Саха. Педагоги и ученики в национальных костюмах. Кого только не встретишь. И таджиков, и молдаван, и белорусов. Ведь в многонациональном поселке Хандыга дружной семьей живут и трудятся представители свыше 2 десятков национальностей. Кульминация празднества – литературно-музыкальная композиция, в которой отражена вся столетняя история Якутии. Я таджичка. Я пришла сегодня в своем костюме. И дети тоже. Мы сегодня узнали очень много интересного. Узнали о символах, традиции, обычаи Якутии. Нам сегодня показали очень много интересного. Я думаю, что я должна это все знать, так как я живу в Якутии. В завершении единого школьного дня осохой дружбы, как символ единения и веры. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбонский район. И в завершении озвучим итоги конкурса. Напомню, для участия нашим телезрителям нужно было снять видео с прочтением своего стихотворения на тему «Моя Якутия». Затем отправить это видео на электронную почту. Итак, лучшее стихотворение, по мнению жюри, прочитал житель поселка Кангаласы по фамилии Лукашевич. Вот отрывок из стихотворения. И звеневой, как командир, окинув взглядом стройплощадку, звену команду подает: давай наружку, по порядку. Добротно строить, строить быстро, в жару и в холод, в дождь и в снег, и днем, и ночью бескорыстно. Таков якутский человек. Таким наши корреспонденты увидели День столетия Якутии. Еще раз поздравляем с праздником. Всего доброго и до свидания.